выехали в город. Морозы были. Сегодня немножко потеплело. И мы поехали. Вроде Вот где-то здесь должна быть выставка ретро-машин. Валера говорит, А вот меня поехали. заинтересовали эти машины, самому интересно. Ну, стареньких машин, вот, стоянно, вот прямо музей ретро-техники. О, это он, О, точно! точно, вот он. музей ретро-техники. С правой стороны большое здание. Сейчас мы Это у подъедем. нас, как посмотрим. называется, Стоянка. гараж, многоэтажный гараж. Да, я еще ни разу Ну не не был. гараж, да, гараж для машин. А, кстати, люди идут оттуда, О, ты люди смотри. идут, а машин, наверное, О, много. Да. Так, ну вот, ты хоть поснимаешь, сейчас посмотрим, где поставить машину. И пешочком, да? И пешочком пойдем. Собачки бедные, бедные собачки. Вот у нас такие вот машины. Так, а я не понял, а что туда идут? Ну ты иди за людьми. Так Куда я не люди? понял. Ну, вы проедете? Куда идут люди, да и ты иди. Да, сейчас подожди, может, надо проехаться, может быть. Валера, там у тебя два запорожца, можно было их Так вот красиво, я уже красиво сделать и сюда зимой, ой, лето придет, я его хочу собрать. Я на ходу, покрасить да, подкрасить и и буду сдать ездить. на Правильно. ретро. Идея хорошая. Музей, вот она написана, да, музей ретро. Вот сейчас мы здесь и станем. О, мы сейчас поднимемся сюда и поставим машину. Он только что отсюда выехал. Ага, может он проехался, мест Вот он, видишь, нету. место. Место. Место, Сейчас я задом сдам. шарик, место. Ну, молодцы, видишь, правильно ты мне сказала. И А я что-то думаю, мне щас в голове буду искать. врезалось, что 4 января, наверное, открытие. Да. Вот это что еще ехать надо? Ребята, подожди. О, я думал, уже пришли. Вот, спасибо, хоть сказали, а то бы сейчас ломился в дверь. Два лифта. Что-то они высоко забрали технику-то сюда. Ну, да я пока так иду, смотрю. О, вот это мне, Таня, вот это мне. Зайчик, купи вот такой, а? Таня. Да, ты смотри. О, старина. Как называется? Ничего себе. Давайте я сфотографирую, не? Нет. Так, ну мы с тобой давай скажем пару слов. Всем приветствую. Мы находимся, приехали в Якутск на выставку ретро-вещей. Вот. Сейчас у нас сегодня 4 января. В городе проводится выставка Открытие музея. музея, так сказать, ретро. Находится в 9-этажном здании на 9 этаже. Здание гаражей. Да, в здании гаражи. Очень хороший. Я первый раз здесь был, посмотрел, как, что. Вот это вот все, где мы сейчас находимся, это стояночные места для автомобилей. И вот площадочка, которую я сейчас снимаю вам, покажу. Площадочка, которая находится, вот это все здесь, это сделано для того, чтобы стояли здесь, просто стояли автомобили. Вот. 8 этаж выделили Значит, а для что-то музея. пишет, да? Я не понимаю, пишет. И вот мы сейчас хотим сделать маленькую экскурсию проведем по вот этим вот залам, по этой стоянке. А на стояночке своим ходом сюда машина заезжает. Вот видите, ворота большие. Как, может, лифт есть, я честно скажу, не знаю, никогда не был. Но это здание для автомобильных, для легковых автомобилей, для стоянки. Ну, можно здесь. Такая круговая, серпантин такой круговой. Но я не знаю, к сожалению, да, я сам не знаю. Ну что, начнем, пройдемся. Давайте подойдем. Вот это меня заинтересовала самая, наверное, старая модель Ford A, американский Ford. Я хочу заснять его. А ну-ка, красавчик. Да, Ford A. Ну, красавец, да. Вот такой мы покататься, хотя бы посидеть чуть-чуть за бараночкой и проехаться. Особенно свадьбу повозить, да? Вот. Так, дальше пошло. Но это наша отечественная. ГАЗ М1. Автомобиль отечественный. Да, тоже старенькая, но это, не знаю, 30-х годов, наверное, выпуска эта машина. Музей, да? 30-е, наверное, года. Отсюда не вижу. А, ой-ой-ой, вот оно, идемте. Вот самая старая машина, которая есть, существует здесь. Самая старенькая машинка. Да. Так, это на что?
Автомобиль ГАЗ-А, отечественного производства получается, да? Ну смотри, нашли. А попробуй сейчас. Не, ну в принципе, хорошая вещь. Да, единственное. А что, нельзя вы по жестянке сделать крылья к нему? Крылья сделать к нему и нормально восстановить. Диски какие, колеса. Ну молодцы ребята. Пошкурили, но доделать не сделали, как положено, конечно. Ну ты смотри-ка, а. Вот это автомобиль. Самый, наверное, старый. Да. Ох ты чё. О, бедная. Таня, иди сфотографируй меня. Сейчас, Таня, попрошу Таню, чтобы она меня сфотографировала на фоне этого автомобиля. Глянь, как даже дверочку нашли, а? Ты смотри. Иди сюда, чтобы видно было вот этот вот. О, Татьяна. Ты можешь фотографировать. Здесь, кстати, фотографировать. Ладно, пойдем. Пойдем дальше. Так, ну прошло. Вот наш отечественный автопром. Ну, ГАЗ-21. Коле Чуйкину привет. Из Якутска. У него была только другого цвета. У него была типа голубой Волги, да? Колюня, смотри. Твоя машина, не? Узнаешь? А глянь, сколько бабок там, Коля. Опа! Ну, красавица, да? Коля, вспомни молодость, а? Вспомнишь? Коле Чуйкину привет. Таня, помаши рукой. Колюне привет. Так, вот, Колечка, привет, дорогой. Привет. Привет из Якутска. Мы хотим тебе показать твою машину. Сюрприз. Да. С чемоданом денег. Смотри, внимательно. Коля, смотри, сзади меня. Вот он. Ретро-автомобиль для тебя. Тоже, видишь, зеленая лампочка там. Такси. Колюня, такси. Олень еще есть. Смотри. Олень. Вот. И видишь как? О. И давай деньги. И ты еще не успел сесть за руль, а тебе уже целый пакет денег. Дипломат, вернее, денег. Вижу, я думаю, видно. Вот я не вижу, например, что снимаю. Да, видно? О, Коля, ну все, тебе Коля. хорошего дня. да. Чтоб столько денег сегодня заработал. По крайней мере, не меньше, Да. чем здесь. Понял? И вот такая, чтобы у тебя машинка. Ты представляешь, ты бы приехал на автовокзал на такой карете, а? Все, Коля, меняй машину. Коля, ты представляешь? На такой карете, если было. Вот это да. Ну все, Все, счастливенько. пока. Да, как тебе? Удачного дня, хорошего настроения и как можно больше клиентов. Так, но это не наш автопром. А нет, наш Волга, ГАЗ. Я думал, что это Форд какой-то. Не, это наша, оказывается. Еще такие умели делать, ничего себе. Ну, я так и не видел такую. Но, к сожалению, я такую Волгу ни разу не видел. Ну, хорошая машина, нормально. Пойдем дальше. Так, о, какая красавица. О, Толина Волга. ГАЗ-20, 24. Толя Осенин. Толику привет. Твоя родимая Волга, только цвет немножко другой. Но мне вот это больше всего нравилось. Вот это вот ГАЗ-21 универсалка. Вот эта машина. Вот не знаю почему, у меня душа лежала к таким машинам, и все. Вот, по тем временам. О, тут что у нас такое? Ничего себе. По тем временам, когда мы ее застали, эти машины только применялись практически для скорой помощи. А вот она, кстати, и для скорой помощи заснята, сделана. Но мне больше всего нравилось не то, что Волга она, как Волга, а то, что там очень большой вместимый салон. Вот. Мне нравился, знаете, даже садишься ты туда. Конечно, вот этой перегородочки нам уже не нужна, эта перегородочка, без перегородки. Так-то, конечно, салончик ой-ой-ой. Семью куда-то отдыхать, палаточку на море, на Азовское там или куда. Ну, мы ездили на Азовское море. Все. Вот это я понимаю. Колюня, вот такую бы мне машинку еще, а? Да я бы все бы купил, если бы деньги были. Пошли. А вот какая хорошая. Ай, Колюня. Да, вспоминаем, интересно.
Интересно все. Глянь, красота. Ах, какие фары родные. Ты смотри, а. Коля, родные. Противотуманочки-то, ой-ой. С антенной. Ты смотри. Так, ладно. Пошли дальше. ГАЗ-21, их тут, конечно, сохранилось. Ну, молодцы, ребята, смотрю, покрасили их. Все сделали как надо. Татьяна Михайловна, тебе какая из этих машин понравилась? Арбат и Запорожец. О, правильно, мы еще не дошли до него. Так, идем смотреть дальше. Победа. Наша отечественная советская победа. Выпуска 60-х, 50-х, 60-х годов. Да, ну молодцы, смотрю, тоже кожей перетянули. Салончики еще нормальный? Нормальный салон. Ну, наверное, они все на ходу должны быть. Даже зеркальца какие. О-о-о. А посидеть? Только я не вижу, а где они антенну делали. Тут антенна должна была быть у нее. Ну, может такая. Ну, покрашена хорошо. Вы знаете, для перламутр синий. Покрашена хорошо. Жаль, не разрешают подойти. Надо пофотографироваться было, да? Так, пойдем дальше смотреть победку. Тоже, ага. Только я не понял, а это кто там? Ага, победа шофера, да? Ага. И, кстати, я не видел, там написано кое-что, да? Так, ну тут немножко салон разобранный, я смотрю, да? А, нет, салончик, смотри, какая красавица, а? А салончик чистенький. Смотри-ка, ну-ка. Давай посмотрим. Заходить нельзя, но... Так, о. Пошли. Так, о, лимузинчик. Это у нас лимузин. Так. Так, давайте, отойди. О, хорошие. Только жалко, я не могу. Ох ты, какие тут у него еще прибамбасы, поворотки, что ли. Вот мне не видно салон, черный салон, но я бы, конечно, полюбил бы, если бы не на черной машине светлый салон был. Ну, хорошая машина, аппарат. Хороший аппарат. Только, как он называется, я не знаю. Ну, я посмотрел вроде бы. Так, о, ляпота. Так, ну пошли. Пошли. На эту сторону, а то я уже проходил, но без звука было. Так. Ну, это у нас американский Виллис. Машинка эта всем известная. Она по Ленд-лизу во время 45 году, во время Великой Отечественной войны пришла она. Американцы ездили на американский Виллис, да? А это наш ГАЗ. Подобие, ну, пошире намного, помощнее, я думаю, двигатель должен. Это наш уже. Так, вот наш отечественный, да? Вот, и сейчас я Виллис покажу. Вот тут заснято. О, ну пойдем. Полуторка. Наша машина, которая в Ленинграде ездила и так далее. Да, масло, бензин, поэтому наша полуторка. Вот такой двигатель простенький. Молодцы. Так, пошли дальше. Мы уже тут видели. ГАЗ-69. Да. О. Это у нас тоже во взводе разведки. В Таджикистане был такой же. Кажется, вот на таком ездил Кох. Кох водителем был. Кажется, был в Бреуслине, кажется, возил. Вот. Ну, пойдем дальше. Это мы видели. Наша кухня, красавица. ГАЗ-69. Так, это уже антиквар. Узнаете? Да. Луцкий, ЛУАЗ. Луцкий автомобильный завод на базе ЗАЗ-966-68. Выдовый. Мини-джип считался. Первый выпуск ЛУАЗа. Последний выпуск ЛУАЗа. Вот. Наша родная Таврия. Запорожский автомобильный завод выпускался, делал, а двигателя делал Мелитополь. Город Мелитополь. Так. И пошли. Дальше. ЗАЗ-968М. Это с ручным управлением для инвалидов.
ЗАЗ-968 М40 тоже. Это для обыкновенного обихода. Видите, как сохранилось. Еще все, люди перекрасили, все. Так, это идет у нас ЗАЗ-968А. Вот. Это 30-ка двигатель. Ну и 40-ку выпускали, и 30 лошадиных сил. И наш хороший, очень как-то, как любитель, самый первый выпуск из запорожцев Горбатый, ГАЗ-965, вот, который выпускался начало 70-х годов, конец 60-х, начало 70-х годов. Очень был любим, стоил он, как я помню, мои родители хотели покупать, собирали денежки 2100 рублями. А зарплата была 140 рублей в месяц. И мои родители копили, так и не купили. Не накопили. Нет, потом разбежались. Может, сфотографируешься возле Все, него? так, что мы еще купили? Жигули мы видели? Так, это мы видели, да? Победу еще не видела. Кого победу посмотрели? Москвичи мы посмотрели? Москвичи нет, не смотрела. Не смотрела. Так, смотрели, не смотрели? Победу не смотрела. Победу? Сейчас мы победу смотрели. Дай мне инвалидочки дайте посмотреть. Мы сейчас посмотрим. О! Вот это я понимаю. Вот сейчас бы на такой машинке да поездить бы по городу зимой. Глянь, это самый первый выпуск для инвалидов инвалидной коляски на базе мотоциклетного двигателя шла. Вот. Ты смотри, как хорошо ее сохранили, почистили. Как он называется? Два человека, да, два человека. Нет, вот тот, как он Два называется. человека садились. О. Два человека садились и вполне вмещались для двоих. Ты знаешь, это колеса, как маленький мотоцикл, так сказать. Но зато 4 колесами, не перевернется. Вот. Так, и вот эти уже более-менее современные. Современные. Ну все. Так, куда еще идем? А, москвичи мы еще не посмотрели. Ну давай начнем. Так, это у нас 412 москвич модель. А, 408 даже, да? Ага, 408. Да, это один из первых выпусков, который еще участвовал на гонках. Это модель такая, это экспортный вариант был, я так понимаю. Где? А самый первый москвич, идем Горбатый. А? Да не знаю, честно скажу, не знаю. Юра Назаров продал, может быть. Так, так вот 408. Идем, или 12 или 8 модель. Так, Москвич 2140. О, я Хасая возил на таком москвиче. Но у них два двигателя ставились, 408 и 412. Виталий Иванович, царство небесное, я его хорошо помню. Годика 2 назад ушел из этой жизни. Возил я Виталия Ивановича Хасая в энергонадзор, в энергосбыте. Ну вот, самый первый Москвич 401. О, какая хорошая моделька. 400. А, даже 400, да? 400. О. Это у Назарова такой был, да? У Назарова, да, Юрию Назарова, царство небесное, такой же москвич был. Да он говорит, на морозе горячей водички налег радиатор, ручкой бжик и завелась. Да. Да, красавчик. 401 москвич. Ну, красота. От запаха. Все, идем, да, идем уже, все. Ну все, вот сейчас еще, это 407 москвич был, потом уже после этого вышел. А вот на полном приводе идет москвич 400, не помню как модель, 4 ведущих колеса с двумя мостами. Вот он, с двумя мостами. Красавец, да? Высокий. Не, мы победы прошли. Сейчас покажу. Вот он. О, красавчик москвич. Ой, красота какая. Ой, ой, вот эта машина. Ну все, я думаю, пошли, просмотрели. Я уже, вот они голова болит, тут бензином, запах бензина есть. Бензин накрасили, покрасили, закрыли. Да, видать, что-то там делали. Вот, я тоже думаю, уже посмотрели все. Ой, немножко пособирались, посмотрели. Так, надо собраться. О.
Так, мы победы мы просмотрели уже, да? Ну, прошли победы, где-то были. Ну все, наверное. Кого колесит? Давай. На мой телефон. Знаем. Ижаки. Так, ну честно сказать, мне не очень это интересует. Пойдем пройдемся. Мотороллеры. Ага, мотороллеры. Так, пошли мопеды. Рига 3, Рига 4. У нас, у моего отца был такой Рига. Кажется, вот желтенький у нас был такой же. Вот, Рига, рижский. Еще и шлемы остались, ты смотри. Ретро-автомобильчики. Так, ну лыжи нам не интересны. Лыжи не очень. А вот хорошие какие и фотографии даже есть. Ты смотри. Молодцы ребята, велогонщики. Так, пойдем дальше. Ага, тут у нас по фотооборудованию, да? А, ты смотри. Да. Ну, пойдем. Так, а это более-менее современные. Видеокамеры. Камеру свою сдать сюда, в дар. В дар могу сдать, но что-то не горю желанием. Мне все рабочие могу еще поснимать. Так, пойдем дальше. Ага. Так, быт. Вы смотри, как много красивого. Это уже куклы 70-х, 60-х годов. Да, смотри, какие статуэточки. Ага, куклы 60-х, 70-х годов. Молодцы, собрали. Игрушечки разные, зонтики. Да, и детские. игрушечки. А вон колясочка какая. Ага, ретро. Швейная машиночка такая манюсенькая. А ковер у твоей мамы был такой ковер? Да, или нет? да. О, ковер вот такой был. Да. Вот сколько лет ему. Сохранились ковры. Так, Посудка детская. ну пойдем дальше. Папа, пойдем Да. домой. И вот он быт. Смотри, как красиво сделали. Глянь, как молодцы, да? Одели школьников. Форму школьничков одели. Комод какой старенький, прекрасный. Холодильник. Русь. О, он проектор, видеопроектор. У нас такой был. Не, ну у нас больше, наверное. Не точно, один в один. Да, у нас такой, да. Они один в один. А вот такая колясочка детская, ничего себе. Они увидели даже. А что, ты такая детство вела? У бабушки Тани не было ничего. Даже пуколки. Даже пуколки не было. Даже пупсика, не то что Пойдем. пуколка, пупсика даже не было. Так ты сейчас выглядишь лучше, чем пупсик. Да. Смотри, как хорошо. Вот видишь, видно, сколько людей приходит посмотреть. А вот, смотри, старинный телефончик. Вот это я понимаю. Угу. Так, о. Татьяна Михайловна, подойди сюда. Посмотрим, что здесь и как. И телефона. Сфотографироваться не хочешь, я трубку подниму? Нет, Не? Ну пойдем дальше. нельзя трогать. Ну что, трогать нельзя. Я же не говорю, что я же не забираю. Да, вот они, видишь, вот этот комодик, вот он. Его просто обшкурить и лаком вскрыть. И будет идеальный. Слышишь? Даже радиола какая хорошая. О, шахматы есть. Таня, а ты не хочешь пофотографироваться? Давайте пофотографируем. Вот тут на лоне этого самого, нет? И будешь видеть, выглядеть, как будто бы ты была в этом. Ага. Ну, пойдемте дальше. Пошли. Даже на нас взирает дедушка Ленин, Таня. Даже дедушка Ленин на нас смотрит. О, ох ты, а этот еще стариннее. Глянь какой, а. Ты смотри.
А зеркало какое красавец. Глянь, какое зеркало. Да? Павильон былого времени. Это старина еще та. Вот это я такое застал, только в Якутске было. Вот это я понимаю. Ты смотри. Курочка какая-то. О, быт. Был электрический стул. Тут смотри, и веса, То ли идем, то ли. и сито, и какие-то лапти сделаны. Это якутские. Ну, в принципе, не только якутские, видите? Но самое больше мне понравилось вот этот старинный сундук, где хранили самые такие ценные вещи. Сохранился. Ну, там, да, его закрывался, чтобы никто туда не лазил. Вот этот, глянь, тоже комод. Вот они его покрасили, а нужно было его просто зашкурить. Ну, пошли дальше. Так, о. Старина. Это ставни выставили, вот эти вот большие, это ставни такие на окнах были. Раньше закрывались на ночь окна, открывали ставни. О, старинные седла, медные самоварчики. Пойдемте.